кольчужках российского производства приходит на предприятие и идет переплавка в плавильной печи. После плавильной печи расплав поступает на литейный комплекс. А дальше процесс первичного производства алюминиевых радиаторов. Литейный комплекс успешно справляется со своими задачами. Сплав разливается и создаются элементы будущих отопительных батарей. Производится обрубка и получается из отливки выходят секции. Сразу после секции направляют в механообрабатывающий цех, который включает в себя два участка. Здесь уже ручной труд и отделка продукции. Нарезка резьбы, шлифовка и дальнейшая обработка бортов радиаторов. Установка так называемых пробок с плотным соединением. Карусель И только потом начинается сборка самого радиатора. Помимо обычного алюминия, завод использует в производстве биметаллический материал, который позволяет отопительным батареям выдерживать высокий напор воды. После всех манипуляций готовые радиаторы отправляются на покраску. Покраска радиаторов только на первый взгляд кажется легкой и быстрой. Такой процесс сопровождается длительной химической обработкой. В первом боксе смывают всю грязь и пыль, а далее радиаторы, можно сказать, проходят ванные процедуры. Всего их 7. Каждый выполняет свою функцию от обезжиривания до нанесения грунтовки и краски. На заводе по производству алюминиевых радиаторов работают около 150 человек. В нелегком деле им помогает спецоборудование. Санкции Запада никак не отразились на предприятии. Напротив, только оказали положительный эффект. Как ни странно, вот этот режим ограничений, который ввели наши так называемые коллеги, они способствуют на данный момент тому, что был бы рывок к воспроизводству тех отраслей, которые у нас в последнее время чуть-чуть ушли в тень. И я думаю, что процесс производства он будет только наращиваться, и темпы производства будут усиливаться. Поэтому, как ни странно, вот эта ситуация, опять же, я повторюсь, в настоящее время она, наоборот, способствует тому, чтобы начало усиленно развиваться производство собственных мощностей. Мы отказываемся от поставщиков западных, импортных, и переходим на поставщиков российской. В каком плане это хорошо? Это хорошо в том, что у нас улучшается взаимодействие с нашими партнерами по техническим и технологическим моментам. Полное импортозамещение. Продукция по-прежнему поставляется по всей стране, а также в страны СНГ. На заводе уверены, санкции скорее обернутся против самого Запада, нежели предприятия. Санкции реализации. Реализации. Даже на местном рынке Ингушетии, даже Закавказье реализация уже санкций. Так она отгрузку уменьшить, да, санкции ханиян, да, да. Это просто какая-то пиар Мухаммад агар придумали. Санкции, а я России против России, хан России, все-таки халкы синтегия. Вен халк ханчо мухан бар бакшош. Вен хамгой Европе доллар, Америке доллар, понимаете? Анянче европейские страны жи, эти батареи анче американские сателлиты были, тарьяхер деш, шекер хамдатцар, тарьяхер деш баш, понимаете? Поэтому что ж мудятся, что хотим шантахан. Дикя юмдин хамдат, шекер Илья, тун государство, тахны санкции против России инжут, ответные санкции, то мухо дарья, ох дедатен ал корт баттар, это ал генул даты хагал даттар, понимаете? И Путин сам дахи хагал дуатер, и нах буатер ге. Поэтому завод функционирует уже 5 лет. За это время он успел занять свою нишу в числе доверенных поставщиков тепла в стране. Те продажи, которые у нас были до этого, они точно так же и сейчас происходят. Плюс еще, естественно, центральная часть России, по всей России наша продукция известна, пользуется спросом и идет реализация. Проблема возникла неопределенный период из-за подорожания сплава, из которого мы производим продукцию. Но это естественный момент, потому что алюминиевый сплав, он всегда был в цене. Энергомощность завода и продуктивный потенциал достаточно высокий, но учитывая спрос на его продукцию, уже решается вопрос о расширении производства. На предприятии появится еще один литейный комплекс, так их станет 4. Если сейчас ежегодно изготавливается 2 миллиона секций для радиаторов, то совсем скоро эта цифра вырастет в несколько раз. Зелимхан Кылоев, Магомед Идигов, Новости 24.